Друзья, всем привет! С вами подкаст «Машинная эмпатия». Это Алена. Это Альбина. И сегодня мы с вами поговорим про фильм Civil War или «Падение империи», который снял Алекс Гарланд. Мы решили поговорить об этом кино, потому что 25 июня «Падение империи» выходит в российских онлайн-кинотеатрах. И это кажется хорошим поводом поговорить про этот фильм, потому что он нам обеим очень понравился, но как-то у нас не срослись немножко планы на запись в тот период, поэтому мы его оставили до лучших времен, и вот лучшие времена наступили. Альбина, что ты смотрела до этого у Гарланда? Что ты, в принципе, знакома ли ты с этим персонажем? Ты знаешь, когда я шла на фильм, если честно, я даже не вспомнила, что это тот самый Алекс Гарланд, у которого я до этого смотрела несколько фильмов. Я у него видела 28 лет спустя. Как сценариста. Это его сценарный проект. Да, как сценарный проект. Я видела его режиссерский проект «Из машины». И, кажется, все. На самом деле, я, конечно, слышала про «Род мужской», но так, если честно, и не добралась до него. А «Аннигиляция»? «Аннигиляцию» я видела, но я ее совершенно не запомнила, и, видимо, это о чем то говорит. То есть я помню, знаешь, вот эти яркие какие-то картинки, которые остались в моей голове, вот этих вот растений, которые... Ой, да, это очень красивое образное кино. Прям Да. Мы, наверное, не гениально. будем рассказывать, потому что сегодня, наш выпуск не об этом, но в целом я помню эту картину за какой-то очень яркий визуал. Я ее запомнила не только за визуал, но и за историю, на самом деле, тоже. Мне это очень как-то отозвалось и было близко. Мне, в принципе, нравится исследование тем какого-то саморазрушения в кино, и Гарланд, в принципе, всю «Аннигиляцию» построил ровно на этом. И да, это такое, мне кажется, это было довольно поляризирующее кино в свое время. О нем очень разделялись мнения. Кто-то говорил, что это муть какая-то полная, и вообще это не должно считаться фильмом. Другие люди говорили, что это потрясающе. Мне кажется, что с «Падением империи» на самом деле тоже похожа какая-то ситуация. То есть из того, что я видела в прессе, например, почти вся американская пресса пишет: «Фу, он вообще не шарит за политику». Вся неамериканская пресса такая: потому что это не совсем про политику, точнее, не про ту политику, которую подразумевают политику в Америке, потому что политика в Америке — это красные против синих, демократы против консерваторов и так далее, а Гарланд в этом фильме скорее концентрируется на централистах и экстремистах и пытается найти какую-то грань между вот этими вещами. Он говорит о том, что иногда зло бывает слишком большим для того, чтобы делиться на лагере. И, наверное, когда ты смотришь это кино вне Америки, и когда ты говоришь не об Америке, это чуть-чуть легче представить. Да, наверное, стоит сказать о том, что, как я это восприняла, что этот фильм скорее какое-то очень яркое социальное высказывание, а не политическое. И в этом контексте важно, что сам режиссер Алекс Гарланд, он на самом деле британец, и, естественно, он снимал про Америку не потому, что хотел подчеркнуть какие-то их внутренние текущие проблемы, а, как я поняла из его интервью, он говорил о том, что Америка — это такая большая и важная точка в рамках какой-то международной ситуации, на которую смотрят все. И поэтому это такой показательный пример, потому что, сняв ту же историю о какой-нибудь условной Ирландии, как мне кажется, она не произвела бы такого впечатления глобального и не стала бы такой громкой картиной. Я думаю, что он метил куда-то сюда. Давайте коротко про сам фильм «Падение империи» 24 года выхода. Снял и написал эту картину Алекс Гарланд, собственно. Оператором выступил Роб Харди, а монтажером Джейк Робертс. В главных ролях у нас Кирстен Данст, Вагнер Моура, Кейли Спейни и Стивен Маклин Хендерсон. В общем, история эта рассказывает нам о том, как группа из журналистов и репортеров пробивается в Белый дом в разгар гражданской войны. Жанрово я бы сказала, что этот фильм в первую очередь какая-то антиутопия, а во вторую это такой сложный, но очень зрелищный роуд-трип. И в целом у меня было впечатление об этом фильме, знаешь, как о таком боевике здорового человека. То есть я в целом к боевикам отношусь, знаете, с какой-то осторожностью, но вот это кино в меня сильно попало как раз благодаря тому, что для меня сложилась и форма, и содержание. Потому что это тот самый боевик, у которого есть такая внятная какая-то мысль, запакованная вот в форму этого боевика, которую мне было интересно исследовать по ходу этого фильма, и персонажи, благодаря которым я смогла к этому фильму подключиться. Как тебе кино, Лен? Я ходила на него в кинотеатр. Это было, на самом деле, очень здорово, даже несмотря на то, что у нас там случилась некоторая накладка, и в какой-то момент у нас включились субтитры просто в фильме, и нас Ой. сидело 3 человека в зале,
Одному из них это не было комфортно. Он пошел спрашивать, пожалуйста, включите субтитры обратно. И у нас в итоге был 20-минутный перерыв в фильме, в который просто пытались обратно настроить субтитры, чтобы все смогли нормально, спокойно его досмотреть. Но я вот его пересмотрела еще раз, когда готовилась к записи, и я поняла, что даже вот эта пауза, она не так сильно повлияла на моё впечатление, потому что тебя этот фильм мгновенно помещает в ситуацию, он мгновенно тебя погружает во все происходящее, потому что там, конечно, невероятный звук. Если у вас почему-то там в городе еще показывают этот фильм в кино, или если у вас очень хорошая аудиосистема, есть классные наушники, пожалуйста, смотрите с ним это кино, с этими системами, потому что там такой звук пуль, такой звук, не знаю, просто дыхания в какие-то моменты, что ты действительно себя начинаешь ощущать прямо на месте персонажей. И, конечно, ощущение пребывания в ситуации очень тебя погружает в это кино. Да, я тоже хотела сказать отдельно про сочетание звука и музыкального сопровождения. Я вот сравнила два своих впечатления, когда я смотрела этот фильм в кинотеатре с хорошим звуком, и когда я смотрела его дома, готовясь к подкасту. И это, конечно, были два совершенно разных впечатления. Возможно, конечно, во-первых, потому что я уже знала сценарную завязку и знала, какие-то сюжетные спойлеры, и это уже все смотрится не так. Но, с другой стороны, я в какой-то момент, правда, поймала себя на том, что меня не так держало уже. Потому что вот действительно, как ты говоришь про то, что в какой-то момент ты слышишь оглушающие вот эти взрывы, и в следующий же момент ты слышишь очень-очень тихое какое-то дыхание, и вот эти вот скачки между внутренним наполнением этих сцен звуковым, вот оно погружало меня как будто больше всего в это во все. Это кино не так сильно опирается на визуальные какие-то инструменты, я бы сказала. То есть здесь, наверное, можно выделить один такой важный инструмент, который при этом очень сильно незаметен, но как только ты о нем узнаешь, ты сразу же как бы понимаешь, о чем идет речь. И причем он настолько незаметный, что на обсуждении на South by Southwest фестивале, где презентовали этот фильм, о нем спросил один журналист, и Алекс Гарланд очень сильно обрадовался тому, что он об этом спросил, и сказал, что этот журналист — это буквально второй человек вообще, который ты заметил из всех, кто смотрел это кино. А первый человек — это color grader, человек, который делает цветокоррекцию фильму, который, собственно, это и предложил. Это такой небольшой эффект Хейла, то есть такая вот радужная немножко оболочка, который мы видим, когда понимаем, что персонажи проживают какой-то ПТСР, и мы его впервые видим, когда мы наблюдаем, как Лив вспоминает, как она снимала репортажи в прошлом, когда она лежит в ванной и вот погружается в это все, и вокруг нее немножко так расплывается, знаешь, кадр расплывается немножко, резкость, и вокруг нее появляется такое немножко радужное свечение. Ну вот как будто использование анаморфных вот этих вот линз. Да, Да. да. Я в какой-то момент на второй, кстати, просмотр только обратила внимание на то, что это такое, на самом деле, не очень распространенное решение. То есть обычно все стремятся к тому, чтобы твой взгляд был сфокусирован на персонаже, а не на его бэкграунде. А здесь ты понимаешь, что у тебя картинка и фокус, он смазывается. То есть ты обращаешь внимание на то, какой фон вот такой вот весь расплывающийся вокруг персонажа. И это интересно, это клевая штука. И это еще встречается потом, когда в такое же состояние впадает персонаж Джоэл, когда умирает его друг Сэмми, и он тоже в один момент начинает чувствовать вот этот груз как бы всего происходящего вокруг него, и вокруг него тоже начинает так немножко расцветать кадр, вокруг него появляется вот эта оболочка. И в последний раз мы это видим в самом-самом последнем кадре, когда Кейли от себя убирает фотоаппарат, и она, видимо, только начинает осознавать, что вообще только что произошло, потому что вот этот выброс адреналина, он начинает чуть-чуть подспадать, и она начинает осознавать все происходящее. И я об этом говорю, у меня сейчас мурашки. И я когда пересматривала, я в первый раз это, наверное, не так заметила, а второй раз я прям увидела вот это вот небольшое расплытие вокруг нее. И меня это прям сильно как-то так, знаешь, ударило по голове. Но Гарланд, в принципе, умеет вот так вот в финале ставить такую точку в запятой, после которой не до конца понятно, что будет дальше, но при этом ты понимаешь, что вот этот круг персонажа, он уже завершился, и он дальше уже идет какие-то новые вещи. Он это и в «Аннигиляции» здорово делал, и в «Экс Махина», и, кажется, 28 дней спустя, насколько помню, тоже, хотя я давно его уже смотрела, но вот он понимает, как это правильно сконструировать. Из интересного. Вот эта вот сюжетная завязка, где есть более опытный товарищ, какой-то старший в лице Ли Смит,
и молодая начинающая вот эта фотограферка Джесси, вот эта система их отношений, где в какой-то момент Ли говорит Джесси про то, что, ты знаешь, как будто вот не надо в это заходить вообще. На самом деле эта история частично автобиографичная, потому что у Алекса Гарланда было такое около какое-то корреспондентское прошлое, когда он в молодости, в очень юном возрасте, лет 19-20, он ездил по разным горячим точкам. Он говорил, что он, в принципе, путешествовал по странам Азии, то есть он как бэкпекер просто, знаешь, там в рюкзак все сгонял, и он путешествовал, и он в какой-то момент начал просто оказываться, типа, в горячих точках, в Маниле, в Гонконге, где-то еще. И он такой: я хочу попробовать стать военкором. И он просто тебе, типа, он себе как-то сделал пресс а-ля проход и начал делать вид, что он пресса, чтобы, как говорится, fake it till you make it, буквально. То есть он, это как бы, короче, связаны между собой вещи как-то. Да, это я к тому, что вот я смотрела часть его интервью, где он сказал, что в его жизни реально был такой человек, был более опытный какой-то военкор, который ему сказал: чел, типа, тебе в это вообще не надо. И он такой: да, ну ладно. Ну, то есть то, что делала Джесси, на самом деле, она такая: да, супер, ну я пойду дальше делать то, что я хочу, спасибо, типа, за совет. Вот. А он такой: да, ну, видимо, это мне не светит, и действительно в какой-то момент все это прекратил. Вот, но так он об этом рассказывает. Прикольно, что у него получается вот этот бэкпекерский опыт, он одновременно в два произведения искусства у него вылился, потому что в целом его вот этот опыт путешественничества вылился в «Бич», в котором снялся Леонардо Ди Каприо. Это изначально была книга, потом по книге он же, кажется, писал сценарий. И это Дэнни Бойл, да, ведь снял, насколько я помню. И получается, что другая часть этого опыта в итоге легла в основу гражданской войны, вернее, падения империи. Извините за неправильную локализацию. Не знаю, кажется, что это такое, знаешь, здорово как-то. И, в принципе, он любит структуры фильмов, где люди путешествуют из одной точки в другую, потому что, во-первых, она очень понятная, и я тоже за это очень люблю такие фильмы. Давайте чуть-чуть про роуд-трип разгоним, потому что я просто обожаю этот жанр до глубины души, всеми ее фибрами. Сам Гарланд говорил, что ему нравятся роуд-трипы, вот эти вот жанры, где у тебя есть какой-то ансамбль персонажей, чаще всего это хотя бы 2 персонажа как минимум, которые отправляются в какое-то путешествие, и у них есть вот это вот как бы линейное повествование вот этого путешествия, где они едут из одной точки в другую. То есть в данном случае, например, они едут из Нью-Йорка в Вашингтон. В случае с «Аннигиляцией» персонаж Натали Портман шла вот к этому маяку вот за этой вот пленкой. Там, в 28 дней спустя они тоже, кажется, из Лондона в Манчестер путешествовали и так далее. И есть вот этот вот линейный нарратив, за которым очень легко следить, на котором легко оставаться на плаву. И в то же время у тебя есть какие-то ответвления, вот эти вот маленькие подистории, которые случаются в процессе путешествия. Потому что, в принципе, любое путешествие — это всегда куча маленьких происшествий и путешествий. И как бы соблазн использовать эту структуру заключается в том, что не отходя от вот этой главной дороги, у тебя появляется множество ситуаций, куда ты можешь завернуть и подсветить персонажей с разных точек зрения. Потому что все реагируют на одни и те же ситуации по-разному. И как раз вот из этих вот реакций на одни и те же события очень здорово выстраиваются в итоге вот эти вот маленькие арочки для каждого персонажа. И я обожаю это. Есть такой бразильский режиссер, которого зовут Уолтер Солис. У него, наверное, одна из самых известных работ — это «Центральный вокзал», Central Station. И это тоже роуд-трип по Бразилии. И он, в принципе, снимал, кажется, еще 3 или 4 фильма в жанре road movies. И он для New York Times в 2007 году писал очень классную статью про роуд-трипы. И несмотря на то, что эта статья старая, он настолько там хорошо сформулировал какие-то вещи, что если вот вам нравится жанр, я ее прям советую к прочтению. В частности, он пишет, что самые интересные road trip movies — это те фильмы, в которых кризис идентичности протагониста позволяет исследовать кризис идентичности культуры в целом. То есть ты как бы создаешь какую-то вот эту вот созависимую структуру между персонажем и его окружением. И к тому же в роуд-муви, несмотря на то, что у тебя постоянно происходят вот эти вот внешние какие-то ситуации, внешние конфликты, на самом деле историю все-таки ведут не они, а внутренние конфликты персонажей. И как бы и я прям не знаю, у меня абсолютный балдеж от таких структур. Ей-богу, если бы я могла только роуд-муви смотреть, я была бы в целом довольна. Если бы мне сказали, выбери один жанр, я бы сказала: все, давайте мне все роуд-трипы мира,
какими бы они ни были. Если это хоррор, я возьму это. Если драматическая комедия, я возьму это. Просто давайте мне это все. Ну, это как будто, знаешь, хочется сказать, что, наверное, как мне кажется, это скорее может быть не жанр, это просто какая-то, знаешь, сценарная Структура. канва. Да-да, Да, это да. механизм сценарный, который ты используешь. Ты вот сейчас перечисляла разные жанры, и я поняла, что действительно этот механизм он применяется на разные вообще абсолютно ситуации. Но я тоже обожаю абсолютно вот эту историю с роуд-муви. И у меня есть несколько клевых, как мне кажется, примеров, которые я собрала из разных совершенно жанров. Из последнего, наверное, говоря про кризис идентичности, какой-то такой социальный, клевое кино это «Земля кочевников». С Фрэнсис Макдорманд Да-да-да, с Фрэнсис Макдорманд. и Хлои Джао. Из знаковых как будто «Тельма и Луиза», но это бы я, знаешь, отнесла к каким-то знак, ну, в смысле, к классике какой-то такой, который, наверное, все знают. Еще, говоря про российское кино, я почему-то сразу же вспомнила про «Возвращение» Звягинцева, потому что это был один из тех фильмов, которые я увидела в раннем детстве и который меня совершенно потряс. И для меня это, ну, интересная работа как раз с этим механизмом, потому что он такой не совсем стандартный, и это скорее, знаешь, как драма в закрытой комнате, но при этом, да, они действительно меняют локации, но при этом между персонажами, ну, вот эта смена локации, она не влияет на их внутренние отношения совсем. То есть они как будто, они с тем же успехом могли бы, на самом деле, остаться в одном каком-то месте. Там нет вот этих сюжетных каких-то спусковых рычагов. А еще из клевого, помнишь, «Такси» Джафара Панахи? Я его не смотрела, но я помню его структуру. То есть, типа, там в чем завязка? В том, что Джафар Панахи, иранский режиссер, ему запретили, короче, снимать. И он прикинул, что он может делать, как он хочет. Ну, он же все-таки хочет снимать кино, как он будет это делать. Он обхитрил систему, он начал работать, подрабатывать, типа, водителем такси, потому что ему не давали денег якобы. И поставил в такси камеру, и вот в рамках этих поездок такси он, перемещаясь по городу, брал небольшие интервью у его пассажиров. И как будто бы это тоже такой... Своего рода роуд-трип. Да, действительно, Да. потому что он постоянно в дороге, это постоянно меняющиеся персонажи, но у нас главный, типа, ну, единственный постоянный протагонист, но при этом вокруг него меняются вот эти вот персонажи и меняются контексты какие-то. Да. Вот, это клево, потому что это какой-то документальный роуд-муви. То есть я такого видела мало, и это как будто прям здорово. Из тех роуд-муви, которые мне нравятся, это «Дитя человеческое» Куарона, однозначно. Мне кажется, он очень ловко использует этот жанр. Но он очень зрелищный. Да, он очень динамичный. «Маленькая мисс Счастье». Блин, я вчера Однозначно. смотрела этот фильм, такой он очаровательный, Он действительно очаровательный. И я помню, я его советовала в формате фильмов, которые делают тебе хорошо, и мне все такие: «Ты чё, охренела?» Ну, типа, в каком месте от него хорошо? А мне от него так хорошо. У меня такое спокойствие от него на душе, несмотря на то, что там так много грусти, такой даже, ну, не светлой грусти, очень даже темной. Но в итоге от него остается светло-грустное ощущение. А я очень люблю это ощущение. Ну вот я вспомнила, да, что Илья нам советовал на нашем выпуске про какие-то киносериальные топы. Илья из подкаста «Вещание ягнят». Он как раз говорил про этот фильм и сказал, что я вообще ничего от него не ожидал, но посмотрите, если не смотрели, он супер клевый. Я вот решила, да, что надо. Он, правда, меня оставил очень приятное впечатление у меня. Я довольна. К слову, про «Дитя человеческое» Куарона, я обратила внимание, что многие сравнивают кино Гарланда и кино Куарона по, знаешь, вот этой вот структуре, в рамках которой у нас есть персонаж, который не может повлиять на те события, которые происходят вокруг. И понятно, что «Дитя человеческое» — это скорее какой-то постапокалипсис, а «Падение империи» — это то, что может спокойно произойти сегодня, и много где это уже происходит. Вот, но тем не менее, я заметила, что сравнивают их режиссерские подходы, и как раз во многом, когда ругают Гарланда за то, что он никак не может, как будто бы, никак не может сформулировать какой-то внятный тезис, обращаются к Куарону, у которого есть этот тезис в «Дитя человеческом», то есть там понятно, о чем ты смотришь, для чего ты это смотришь, как бы, и к чему мы все это вели. Я внезапно, когда пересматривала, поняла, что он мне еще чем-то напомнил фильмы Вильнёва, в частности, «Убийцу», который «Сикарио» с Эмили Блант. Это просто любимое мое кино. Вот этой обыденностью насилия в кадре. То есть, знаешь, иногда бывает такое, что ты смотришь кино, в котором вот идет какая-то война или что-либо там, какие-нибудь действия, которые включают в себя в насилие, и на насилие делается упор. А что в «Сикарио», когда вот она приезжает на мексиканскую сторону, и она просто проезжает вот эту вот разруху, и кажется, может быть, мой мозг выдумал сейчас этот кадр, но мне кажется, что в «Сикарио» был кадр, где она проезжает около моста, и на мосте висит повешенный. Не было такого? Я этого не помню, если Вот честно. я этого не помню, но когда в
Ну вот сейчас ты сказала об этом, и как будто бы это Понимаешь? вполне Да. И уместно, вот я в да. «Падении империи», там тоже есть кадр, где они едут, они проезжают под мостом, и на мосте висит 2 человека, которых там просто бросили и оставили. И я прям поймала какую-то ассоциацию с «Сикарио». Может быть, это просто вот на каком-то уровне ощущений, может быть, там не было этого кадра. Это повод пересмотреть «Сикарио» Вильнёва и, в принципе, всю фильмографию Вильнёва, потому что я очень хочу его всего пересмотреть целиком. Он, конечно, потрясающий мужчина. Вся моя любовь Вильнёву. Говоря, да, про обыденность насилия, в целом, я тоже подумала об этом фильме, когда смотрела. И это, конечно, была, наверное, та самая точка, которая и в первый, и во второй просмотр меня мгновенно подключила к этому фильму, потому что те переживания, которые есть у Ли, у персонажа Кирстен Данст, мне во многом знакомы. Про, знаешь, вот это ощущение беспомощного свидетельствования трагедии, которые разворачиваются вокруг, и которую ты не в силах вынести, и ты не можешь не закончить это, ты не можешь перестать в этом участвовать, потому что оно просто разворачивается вокруг тебя. И ты как бы день за днем это проживаешь. И вот это, конечно, меня совершенно мучило весь этот фильм, и я в какой-то момент поняла, что мне было важно это увидеть на экране от людей совершенно из другого контекста, из другой какой-то точки мира, которые понимают, что происходит, и которые испытывают те же впечатления, и тоже, знаешь, те же опасения, которые испытываю я. То есть вот это какая-то неожиданная валидация, я ее поймала в этом фильме, и я в какой-то момент, если честно, даже расплакалась, потому что я поняла, что это невыносимо больно, но при этом все-таки как здорово, что я понимаю, что я в этом не одна. Понятно, что, как бы, ну, естественно, мы в этом все не одиноки, но когда ты видишь это на экране, и ты проживаешь те же самые эмоции, подключаясь к другому человеку, вот это, наверное, та самая, знаешь, сила кино, которая помогает тебе в какой-то момент, ну, чуть-чуть приободриться. Да, да, это чистая правда. И пускай, ну, я не знаю, я вот обсуждала с некоторыми друзьями это кино, и они мне говорили, что вот на самом деле, ну, сейчас же все таки военная журналистика выглядит не так. Во-первых, там снимают видео в основном. Во-вторых, никто, конечно, там не фоткает на пленку, что-то еще, что-то еще. Мгм. И сам Гарланд, кстати, тоже, кажется, об этом говорил в интервью. Он говорил, что ему было важно в каком-то смысле, в принципе, переосмыслить военную журналистику, потому что у него же в семье тоже, у него, насколько помню, крестный отец был зарубежным журналистом в плане, ну, И, это называют кажется, брат у foreign него... journalism, как бы journalism. То есть у него крестный отец, насколько я помню, был журналистом, у него папа был политическим картунистом, я не знаю, как это нормально. Карикатуристом, да, как Карикатуристом, вот, кажется, спасибо да. большое. И когда он рос, он, получается, родился в 70-е, Гарланд, как раз шла война в Вьетнаме, и те кадры, которые приходили из Вьетнама, во многом позволили Вьетнамской войне закончиться. То есть там было такое, что там были вот этот кадр поджигающего себя монаха, кадр девочки, которую облили напалмом, подожгли, что-то еще. Вот эти кадры, они во многом повлияли на общественное знание в Америке о войне во Вьетнаме. И Гарланд, возможно, пытался в том числе отослать к вот тем событиям, когда ужасы войны, которые видят люди, еще на что-то влияли. Потому что, конечно, сейчас, ну, мы в какой-то мере уже даже десенсибилизированы к этому, потому что, во-первых, этого так много, и это так в таких количествах постоянно происходит, что ты в один момент уже можешь посмотреть на какой-нибудь ролик из боевых действий и просто типа покачать головой и сказать, да, это ужасно, и все, потому что ты просто столько этого видел на протяжении жизни, там, по новостям, в интернете, где-либо еще, что ты перестаешь чувствовать, насколько это на самом деле ужасно. И, возможно, вот в этом тоже был какая-то движущая сила за гражданской войной, за падением империи. Это показать вот эти вещи в том числе. Напомнить, что на самом деле это не просто картинка, и что в том числе там, ну, люди, которые снимают эти картинки, что, ну, они как бы тоже платят какую-то цену за то, чтобы доставить эти картинки к читателю и зрителю. Ты знаешь, да, я понимаю, о чем ты говоришь, но я, наверное, скорее это восприняла немного по-другому, как, ну, очевидный такой манифест журналистики, но скорее не тому, что они тоже люди и тоже это проживают, а скорее, знаешь, напомнить всем,
как это было раньше и как, наверное, по-хорошему это должно оставаться и сейчас, что журналистика — это совершенно отдельная культура, которая не государственная, которая как надзорный орган отдельный, который должен свидетельствовать и доносить нам вот эти сведения обо всем, что происходит вокруг. И, соответственно, когда, ну вот он много где шутил в интервью, говоря, что хочет снять кино про журналистов, и всем говорили: да ты что, не надо, все их ненавидят. И он такой: о, ну, слушай, супер, надо брать. Просто сейчас же как будто бы вес слова журналиста, он уже совсем не такой, как это было раньше. То есть нет вот этого уважения к профессии, и нет в целом как будто понимания, что может сделать журналист такого, что не может сделать человек с айфоном сегодня. То есть, по сути, мы сегодня и все журналисты, и все свидетели, и все участники, и эта роль, она так размазалась просто от нашей современной технологии, что мы уже как будто и не отдаем себе отчет в том, что недостаточно быть человеком с камерой, чтобы быть журналистом. У тебя должна быть вот эта вот смелость, вот эта стойкость, вот это вот железное, типа, какое-то основание, благодаря которому ты, как вот персонаж Ли, возможно, да, ну, как бы не так утрированно, ты там, ну, и как остальные персонажи, ты не бегаешь пленочным фотиком везде, но тебе должны быть вот эти качества, чтобы ты продолжал день за днем делать свою работу, и это невыносимо, но это очень важно, потому что если нет вот этого баланса между политической ареной, государственной там, или частной, и теми, кто надзирает за ней, то получается, когда этот баланс смещается, мы как будто уходим практически сразу в какой-то авторитаризм или в какие-то другие довольно опасные вещи. В какой-то момент Гарланд в одном интервью сказал классную фразу, как раз на панели South by Southwest, она же в Америке проходит этот фестиваль. Он сказал: американцы считают демократию чем-то, что должно быть. Ну, типа, they take democracy for granted. И это на самом деле... само собой разумеющееся. Да, а как бы, на самом деле нет. Говоря о том, как этот фильм приняли критики и в целом общество, меня вот что заинтересовало, что я давно не видела представленности в медиа такой однозначно центристской позиции, какая есть у Гарланда. То есть это то, во многом, за что его ругали и левые, и правые, за то, что он не отдает как бы свой голос ни тем, ни другим, он не предлагает никаких решений, он просто, знаешь, за то, чтобы не раскачивали лодку. То есть он единственное, что он говорит, что во всех движениях есть экстремизм, и давайте мы обойдемся без него. То есть давайте мы будем говорить, и, по возможности выравнивать все вот эти ситуации. Да, может быть, там у меня нет громкого заявления, но я просто не хочу, чтобы случилось вот это, и дальше он во всех своих фильмах перечисляет, как бы, а что может случиться. Я подумала, что в целом это позиция, которая, естественно, может быть и имеет место быть, но интересно, что я давно с этим не сталкивалась, учитывая вот эти, знаешь, вспыхивающие огоньки то левой, то правой повестки где-то, которые ты постоянно видишь. Интересно, что вот как будто посередине давно ничего не было. И это, знаешь, с сегодняшнего дня звучит как очень здравая такая мысль. Да, ее можно критиковать за то, что... и в целом его работу «Падение империи» можно критиковать за то, что там нет внятного тезиса, то есть, а кто с кем воюет, а почему, а что из этого получилось, а как этого избежать. Он просто, получается, как его персонажи пытаются задокументировать те опасения, которые у него есть, и говорит о том, что, ребята, вы понимаете, что это действительно может случиться, это уже случается, и давайте мы в какой-то момент попробуем забыть про какие-то разногласия и все-таки пойти навстречу друг другу, потому что есть нечто всегда более страшное, чем наши с тобой какие-то внутренние споры. Я много читала вот этих интервью разозленных американцев на то, что те, кто его не критикуют за непринадлежность к какому-то лагерю, критикуют его за то, что это очень наивное высказывание. То есть оно такое, знаешь, как в целом и должны быть все антивоенные высказывания. Как говорил Трюфо, любой фильм про войну немножко провоенный, потому что он как бы глорифицирует войну. В то же время все остальные люди на планете всегда говорили, что любое нормальное военное кино на самом деле антивоенное, потому что оно как бы показывает, что война — это ужасно. Да, и вот это, кстати, интересный момент, где мы можем остановиться, говоря про то, как он показывает насилие, как он показывает убийства и все вот эти жуткие штуки, которые происходят, тем более в рамках гражданской войны, когда ты понимаешь, что это буквально, знаешь, типа соседи. Там вот есть одна сцена, где они останавливаются на заправке, и там парень, который держит ружье и наставляет его в какой-то момент на висящих, подвешенных за веревки к шеям, к гаражу каких-то людей. Он говорит, что, вы знаете, мы там учились в одном классе. Вот это, конечно, ужасно. Он со мной не разговаривал в школе. Там был какой-то такое да, вот там немножко... это очень странный поинт, но нам раз за разом говорят об этом, что... На гражданской войне соседи воюют с соседями,
буквально. Да-да-да, и вот И интересно вот что, то есть это то, что меня в этом во всем захватило, действительно, и к чему я подключилась, потому что сколько мы видели антивоенного кино, и сколько мы уже выпусков этому как будто посвятили, но это вот та манера, такая, знаешь, отстраненная и немного как будто бы такая, знаешь, авантюристская. То есть ты в какой-то момент обнаруживаешь, что персонажи, находясь в рамках какой-то абсолютно нечеловеческой ситуации, они и ведут себя соответствующе. То есть ты видишь в какой-то момент, как Джоэл, корреспондент, который в основном ведет вот эту машину, в которой они едут, после сцены военного захвата какой-то точки, они под музыку, такой, знаешь, очень человый Мгм, какой-то рэп, мгм. они там что-то шутят с каким-то военным, потом под эту же музыку и под интересно, ну, такой довольно точный монтаж в какой-то момент Ведут отстреливают, выстреливать. да-да-да, Мгм. отстреливают заложников, и вот там есть такая склейка звуковая. Я помню, что на моменте, когда выстрел и падают вот эти вот люди с мешками на голове, в музыке включается какая-то ритмическая композиция, которая, знаешь, это подчеркивает. То есть там как будто, знаешь, типа щелк, который вместо выстрела ты слышишь музыкальный акцент. И это так странно, но это так работает, потому что ты понимаешь, что это абсолютно нездорово, и вот в этот момент у тебя начинает крутиться мысль, какой же это кошмар. То есть Мне так не ещё должно быть. Почему мы так весело показываем то, что на самом деле абсолютно ужасно? Да потому что эти персонажи, если они не будут в моменте веселиться или как-то типа отстраиваться от этого, ну, то они просто сойдут с ума. Или, может, они уже сошли с ума. Ну, Мы даже знаешь, в не чём ещё знаем. дело? Мы вначале, даже несмотря на то, что мы однозначно понимаем, что эти люди, ну, в частности, там, Сэмми, Джоэл и, Ли, они уже не раз были в таких событиях, и они уже наверняка проживали и более серьёзные ситуации, чем вот в начале фильма показаны. Потому что в начале, ну, они, правда, просто едут и документируют. И в начале, вот как раз после вот этой сцены захвата, есть кадр, где они, едут в машине, и Джоэл орёт в окно типа "What a fucking rush!" То есть он вообще просто супер заряжен, он супер на адреналине. И вот дальше в этот момент ты понимаешь: всё, rush закончен, дальше будет трэш. Потому что дальше вот эта сцена с машиной, Мгм. где они тоже всё ещё на этом адреналине жёстком, потому что, ну, конечно, они все, ну, зависимы от этого ощущения себя живым, от того, что ты можешь погибнуть в любую минуту, и они поэтому начинают переползать из машины в машину, потому что для них это немножко ребяческая какая-то ситуация, но в ту же Слушай, секунду ну я бы сказала, что это скорее потому, что вот эти конкретные ребята, которых нагнали на машине, они уже не воспринимают это как угрозу. Да, но То есть, Джесси ещё типа, не научилась это воспринимать как да-да-да, а угрозу. эти просто, ну, по ним видно, что они отлетевшие, ну, в каком-то как бы человечном смысле, что они просто не понимают, в какой ситуации они находятся, потому что они находятся в ней всегда. То есть ты не можешь быть настороже всегда, типа 24/7. Да, а потом прямо в следующей сцене у тебя самый страшный Джесси Племонс, которого я видела в жизни, которого кто-либо, наверное, когда-либо увидит. Блин, это невероятная сцена. Это Да. просто невероятная сцена. Вообще вся вот эта сюжетная арка с погоней и с ее разрешением в конце с Джесси Племонсом — это просто нечто. Да, и, конечно, Джесси Племонс — это тот персонаж, которого было необходимо, конечно, добавлять в это кино. И я так рада, что он там есть. Персонаж Джесси Племонса, который просто воплощает собой насилие ради насилия, в котором на самом деле нет, ну, совсем никакого смысла. Ну, прямо совсем. Ему просто нравится вот это ощущение полной, абсолютно опьяняющей власти, которую он испытывает, когда он держит автомат. И для того, чтобы убить человека, ему нужен повод, но на самом деле ему не нужна причина. Sir, Please, please, sir. Yes, just speak. let me. We're American journalists, You told me that already. okay? We work for Reuters. Reuters doesn't sound American. Okay, it's a news agency, I know what Reuters is. sir. Okay, I'm just saying Just saying, just what? we're American, okay? Okay. What kind of American are you? Это настолько страшно. И, конечно, вот эта гениальная деталь с этими грёбаными очками красными. Да, да-да-да. Это вот говоря про то, что здесь нет особо визуальных акцентов, но вот все таки какие-то они есть. И, ну, вот эта картинка, если честно, ну, мне кажется, никогда не уйдет из моей головы, потому что эти красные очки, кровавые, вот этот вот его взгляд, который ты не видишь за вот этим мутным стеклом, тебе кажется, что у него и глаза такие красные, и человек, он такой красный. Ну, типа вот это вот, знаете, какое-то кровавое, абсолютно бесчеловечное существо. Блин, это очень здорово, но Потом- очень страшно. А потом в тот же день Джесси Племонс и Кирстен Данст едут с работы домой и обсуждают, какой у них сегодня был день. И такие: "Ну как, дорогая, как твой день прошел? Как Просто очки те мои? Красивая Моя была?" любимая power couple.
Блин, нет, они супер. Кирстен Данст, она замечательная. Ой, она великая, да. Я просто столько раз видела ее в кино в каком-то, знаешь, не то чтобы серьезном, ну, то есть с хорошими ролями, но никогда я, знаешь, не ходила и не думала, господи, она невероятна. А здесь я действительно посмотрела это кино, и я еще в процессе начала понимать, что она настолько точно передает вот это состояние, ну, для меня вот этого персонажа. Возможно, ну, как мы говорили, написано это не совсем там, типа, документально, то, какой должен быть вот этот фотокорреспондент военный, но то, как она отыгрывает своего персонажа, у меня в какой-то момент, правда, мурашки бежали по телу, потому что, Вот ну, я это... не знаю, кто мог быть Да. более точным. Я вот думала, кстати, про то, что обычно такие роли берут, знаешь, кого-то из серии Фрэнсис Макдорманд, то есть кого-то, кого мы привыкли видеть в сложных каких-то ролях, женщин, которые не всегда, ну, попадали в удачные ситуации. То есть вот у них на лице, знаешь, как будто есть Мгм. отпечаток того, Да. что они Бывали, они через прожили многое жизнь. прошли. Да, жизнь их так поболтала хорошо. А здесь, мне кажется, это клевое решение, потому что мы не ожидаем от Кирстен Данст. Обычно она такая хихи, ха-ха, что-то там. Ну нифига себе, ты «Власть пса» помнишь? Она уже давно не хихи-ха-ха. Да, но не знаю. Вот я тоже об этом... вот ты сейчас сказала, я об этом подумала, что да, она там была клевая, но как будто здесь она настолько выделяется на фоне всех остальных, Ну это что... да. И меня это безумно порадовало, потому что вот еще одна причина, почему я так подключилась к этому кино, потому что наконец-то нам показывают клевых, интересных, сложных женских персонажей. Да, То да. есть мне нравится и эта девчонка, Ой, Кейли которая Спэнни. иногда безумно, конечно, бесит тем, что она делает, но как к ней не подключиться? Как бы мы все реально там были. Персонаж Кирстен Данст просто невероятный, и мне хочется следить за этими героинями, Да. и мне это очень приятно. Да, у них великолепная динамика абсолютно, такая очень, очень интересная. И что самое, наверное, в этом смысле интересное, это то, что, ну, мы видим, что Кейли талантливый фотограф. То есть она еще до того, как она начинает вот этот путь с ними, она делает вот этот потрясающий снимок, где Ли Смит. Почему Кейли талантливый фотограф? Джесси талантливый фотограф. Кейли сама говорила, что она камеру еще в жизни в руках не держала, и она ходила с оператором и его вот так вот перемещала, чтобы он, да. Фан факт: все фотографии, которые сделаны в фильме, они сделаны актерами на съемочной Не площадке. только. Не только. Там даже в титрах есть отдельно прописано «стил фотографер». То есть там было такое, что, например, Кейли Спэнни видела какой-то кадр, и она, если что, говорила типа человеку, что вот смотри, типа вот этот вот кадр мне нужен. То есть там есть и кадры, которые она делала, и кадры, которые фотограф Ну вот делал. это я узнала Вот из да. интервью монтажера. Видимо, он это где-то мне подвел, так сказать. Мы Не, ну как бы, запомним. ну кадры Кейли там тоже есть. Ну, в общем, Джесси талантливый фотограф. Мы это видим вот по этому потрясающему кадру, где Ли делает фотографии. Мне очень понравился этот кадр. Я сама очень люблю, как бы, если я что-то фоткаю, то мне нравится фоткать человека, который что-то делает. И, в принципе, все, что делает Ли, это она не то, что там учит ее, знаешь, основам азам, она ее пытается научить видеть ситуацию и оценивать ситуацию и оставаться в безопасности при этом. И Джесси никак не хочет понять, в чем вообще причина видеть безопасность. Потому что Джесси, конечно, в этом смысле абсолютно отбитая. Она прям лезет куда не надо, она никого не слушает. И вот мне интересно, поменяется ли что-то после того, как из-за нее погибла ее наставница. Слушай, ну там, мне кажется, не совсем как бы из-за нее она погибла, это был ее выбор. Ну, то есть она по-хорошему, вот момент, когда, помнишь, она бросилась спасать Джесси, она отступила от своей линии того, что ты только наблюдаешь, ты ничего не делаешь. То есть по-хорошему она должна была быть тем кто человеком, снимет который снимет кадр. этот кадр. Но она приняла такое решение, и как будто... Ну, Но вот, она устала. Да, Она, да. конечно, потрясающе отыгрывает вот эту вот такую отстраненную уже усталость, потому что видно, что она уже больше совсем не вывозит эти конфликты, и она больше совсем не хочет этим заниматься. В частности, вот в той потрясающей сцене, где вот этот вот заброшенный зимний типа парк, где стоят вот эти вот белые медведи, Санта-Клаусы и так далее на фоне зеленой травы, и сидит снайпер в здании. Очередная замечательная сцена. Да, и она вместо того, чтобы пытаться сделать какой-то кадр, что, собственно, и пытается найти Джесси, она просто лежит и смотрит на цветы. На И цветочки ты тоже такая, смотришь на эти ля-ля-ля, цветочки и думаешь, да. господи, бедняга, просто, ну, кто-нибудь дайте уже успокоение этой женщине. Просто она заслужила. Сложно, конечно, говорить о том, как должен был или не должен был закончиться путь Ли, но я бы хотела сказать отдельно про их фотографию, что для меня это очень классный прием, который я подметила, который позволяет зрителю из сегодняшнего дня, тому, который, может быть, не знаком с такой обстановкой, подключиться к этому кино за счет вот этого вкрапления кадров,
фотохроники в видеохронику, которую мы привыкли видеть сегодня много где. Это же такой, ну, знаете, условно, тиктоковский прием. То есть мы много где это видели, и это, знаешь, такое узнавание, которое как дополнительный рычажок спусковой, который позволяет тебе подключиться к этому, потому что ты это уже все где-то видел. Ты имеешь в виду, когда у тебя идет сцена, и тебе показывают кадр, который был сделан? Да, когда ты видишь сцену, и камера направлена на то, что происходит, видеокамера, и потом ты слышишь щелчок, и ты видишь фотку. тут же, да, на экране ту фотографию, которая из этого получилась. И я вот эти приемы тоже, я поняла, что мне безумно это нравится. Но почему мне это нравится? Потому что я так много это видела, и это клевый прием, но это очень современный прием. Это здорово сделано. Да, я абсолютно согласна. Я, наверное, вот последнее, о чем я бы хотела сказать, что, может, ты тоже обратила внимание, как интересно сконструировано персонажное это кино, в плане, какие отношения внутри этих персонажей, даже не говоря про их какую-то идентичность, а говоря про то, что у нас есть 3 возраста, у нас есть очень взрослый, матерый Сэмми, очень взрослый журналист из как будто бы Нью-Йорк Таймс, но это не точно. Есть второй возраст, условные там какие-то 40, это как раз Ли и Джоэл, такие журналисты, которые уже с опытом, но как будто у них еще есть какой-то заряд. И есть вот это третье поколение, какая-то молодая, совершенно, ну, Ей по-хорошему, 23, да. сумасшедшая Джесси, да, которой всего 23 года, что в целом звучит, как будто бы это достаточно, но это, конечно, совсем ребенок. Я, кстати, да, я вот во второй просмотр обратила внимание, что ей 23 года, и я подумала, блин, ну а вот мне 24. Вот полезла бы я сейчас вот так вот куда-то? Наверное, нет. Но, с другой стороны, видишь, Алексу Гарланду, когда он так полез, было 18-19. Ну, то есть есть Алекс какое-то... Гарланд мужчина в мужском мире. Ладно, Это согласна. другое. Вот, но меня, конечно, заинтересовало это то, что по-хорошему, почему я вообще про это говорю, потому что сюжетно получается все время так, что вот эти 3 возраста нам даны непросто. У нас есть молодое поколение, которое постоянно ошибается, у нас есть вот это среднее поколение, которое в целом что-то знает, но оно еще не самостоятельное, оно должно поддерживать младшее, хотя еще себя не может по-хорошему вытащить. И есть третье поколение старшее, где есть вот этот Сэмми, который по-хорошему... Казалось бы, да, его персонаж, он такой очень полный, одутловатый, ему тяжело перемещаться, как он в целом может кого-то из чего-то вытащить, а он и является тем самым человеком, который ни раз, ни два, ни три, во-первых, говорит очень дельные вещи по сюжету. Он там замечает в какой-то благополучной обстановке снайперов наверху, он говорит, как себя вести, ну, то есть и все с ним сверяются, потому что все понимают, что у него есть этот авторитет, и ему доверяют не просто потому, что он там тоже коллега по цеху, а потому, что он взрослый. И вот эта взрослость, вот эта мудрость, которая как будто с возрастом приходит, она, не проходит незамеченной. И интересно, что, это тоже такое высказывание, знаешь, по-хорошему очень как будто нежное и прямое. То есть я давно, знаешь, я привыкла к тому, в каком циничном мире мы живем, что мы давно уже все против какого-то эйджизма, против много каких установок, которые говорят нам о том, что там ты с возрастом не обязательно становишься умнее или мудрее, и вообще это ничего не значит, возраст ничего не значит. И вот как будто Алекс Гарланд там говорит, что в целом, к старикам и к нашим старшим иногда действительно стоит прислушиваться. Да, я согласна в этом смысле, я только не помню снайперов. А помнишь, когда они приехали в этот благополучный городок, в котором все как будто бы и вообще и нет никакой войны, Я они поняла там тебя, меряют да, платья, точно. и все расслабились, а он один остался на стреме. То есть он тут же пошел, и посмотрел, что вообще происходит. Слушай, да, ты права. Ну вот, ты старше меня, Альбина, вот это и заметила. Да, столько годиков вообще, Алена, обращайся. Да. Всегда своей мудростью вытащу тебя. Твой жизненный опыт позволяет тебе замечать снайперов на крыше. Блин, слушай, да, действительно. Причем я в первый просмотр это заметила, а во второй почему-то нет. Ну ладно. Да, старуха слушай, бывает проруха. Правда, меня это удивило. И так, конечно, вот эта прямота, и знаешь, какая-то... отсутствие, да, правда, я уже об этом говорила, в целом, да, отсутствие этого цинизма в этом самом Гарланде, он мне стал симпатичнее как человек, если честно. Да. Ты потом еще все интервью с ним слушаешь, и ты думаешь, господи, какой приятный мужчина. Вот я бы с ним чай попила. Выпила, да. Да. У нас есть какая-то вот градация режиссеров, с которыми мы бы выпили. И Гарланд в ней входит, он на той стороне, где я бы тоже с ним выпила, на самом деле. Мне кажется, он очень много всего интересного может рассказать. Блин, удивительно, что при том, какой он на самом деле оказался действительно интересный товарищ, конечно, как мало его фильмы вмещают про него самого и про его какие-то достаточно глубокие вещи. Это просто вот про... Но при этом у него каждый фильм, и он сам это говорит, и это в нем очень ощущается, что каждый фильм — это буквально поиск ответа на вопрос, что мы такое. как что и мы у такое, всех. как люди. То есть я к тому, что вот, например, в «Аннигиляции» это прям вообще очевидно, что у него весь фильм — это буквально
что мы и почему мы так стремимся сами себя разрушить. Это буквально вот вся аннигиляция, она про это. Вот я, кстати, пыталась понять, про что в такой разрезе «Падение империи», то есть что мы такое и почему мы так стремимся занять какую-то экстремальную точку зрения, что мы такое, почему мы так стремимся к насилию, что мы такое, почему мы так стремимся к чему. Слушай, мне кажется, мой ответ в том, что у нас просто очень короткая память, и поэтому фильму, исходя из того, что мы видим сегодня, то, что происходит по всему миру, просто как будто мы очень быстро забываем, какие опасности, какие грабли разложены вокруг. И знаете, как в этом меме мы раз за разом на них наступаем. То есть мне кажется, что... Ну вот для меня этот фильм во многом об этом, потому что почему нам в очередной раз нужно напомнить о том, о чем мы и так все знаем? Возможно, потому что мы не такие вдумчивые, не такие осторожные и не такие действительно интеллектуальные создания, которым мы привыкли себя считать. Хороший ответ, мне нравится. Спасибо. Он какой-то очень депрессивный. Да, слушай, какое кино такое? Да. Какое кино, такой подкаст, извините. Что, на это прекрасно закончим? Да, я думаю, что можно заканчивать. Друзья, спасибо, что были с нами все это время. Если вам понравился этот подкаст, пожалуйста, оставьте нам комментарий или просто поставьте звездочки, сердечки, колокольчики и что-либо где-либо, где вы нас слушаете, а мы есть много где. Если вам хочется следить за нами и знать, что мы будем делать дальше, о чем мы дальше будем разговаривать, может быть, вам захочется поделиться своим мнением, то, пожалуйста, переходите в наш телеграм-канал. Там мы делимся будущими планами, там мы собираем голосовые для выпусков, и там мы вас будем ждать. Да, как будто и нечего добавить. Спасибо, что дослушали. Спасибо, что продолжаете нас слушать. Тогда, получается, услышимся в следующем выпуске. С вами был подкаст «Машина эмпатии». Пока. Пока. Keep the dreams burning.